Здравствуйте и добро пожаловать в Италию. Серия А, 32-й тур. Сегодня основная часть матчей этого тура играется, хотя стартовал он накануне. И мы с вами будем смотреть встречу миланского Интера и Сиены. Стадио Сан-Сиро, Джузеппе Меатса, Милан. Это судейская бригада на ваших экранах во главе с Андреа Ромео. Ну и команды вышли поприветствовать болельщиков и друг друга. Матч, пожалуй, последний шанс для Интера зацепиться как-то за третье место, дающее право играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Ну, понятно, что шансы более чем теоретические у команды Андреа Страмаччони, но они пока еще есть, сохраняются, но очков терять просто нельзя больше. И, в частности, вот в этом сегодняшнем матче. Состав Интера с расстановкой на ваших экранах. И сразу можно сказать, что 4 изменения по сравнению с предыдущим туром сделал Страмаччони. Какие-то из них продиктованы его личным выбором. Ну, например, вот отсутствие в заявке в стартовом составе Диего Форлана. Ну, а другие связаны с тем, что вернулся, например, после дисквалификации Жулио Сезар, и он занял место в воротах. Ну, а Лука Кастеллацци привычно отправился в запас. А что касается Сиены, то здесь можно отметить, что Джузеппе Санино, наставник тосканской команды, вновь вернулся к расстановке с 4 номинальными защитниками. Ну и впереди сыграет Матиа Дестро, которого будет поддерживать довольно внушительная группа хавбеков из глубины. Получил место в стартовом составе Гаэтано Д'Агостино. Ну и вновь не сможет помочь Сиене Эммануэле Калайо, ее лучший снайпер с 11 забитыми мячами. Калайо травмирован, и уже не первый тур без него вынужден обходиться Санино и как-то вот решать атакующие задачи. Но решать получается неплохо. В 7 последних матчах Сиена одержала 5 побед и практически гарантировала себе спокойную жизнь на финише чемпионата. Но, правда, еще математически нужно набрать какие-то очки для того, чтобы уже не беспокоиться о том, чтобы не вылететь. Сиена на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, имеет 39 очков. Что касается Интера, то он 7-й. И у команды Андреа Страмаччони 45 очков. До Лацио, занимающего 3-ю строчку, дающую право играть на будущий сезон в квалификации Лиги чемпионов, целых 9 пунктов. То есть довольно почтительное расстояние, если учесть, что играть осталось в чемпионате всего лишь 7 туров, считая вот этот нынешний, который сейчас проходит. Начался матч, и давайте еще раз о составах команд. Вы только что видели расстановки на своих экранах, но я вам еще раз назову, кто с первых минут вышел на поле. Жулио Сезар в воротах у Интера под 1-м номером. В обороне 25-й Вальтер Самуэль и 6-й Лусио. Это пара центральных защитников. Кристиан Киву, 26-й номер, сыграет слева. И Хавьер Санетти, капитан команды, справа будет действовать под 4-м номером. Средняя линия. Деян Станкович, 5-й номер. Джоэль Оби, 20-й, и Эстебан Камбьяса, номер 19. 3 центральных хавбека. Оби тоже не играл в стартовом составе в минувшем туре. Он выходил на замену, но вот сейчас с первых минут начал игру. И тут же у нас Диего Милито получает повреждение. Но это уже финальная часть эпизода. В атаке у Интера Диего Милито, 22-й номер, в роли центр-форварда, и Мауро Сарата, 28-й, и Рикардо Альварес, 11-й, должны поддерживать его, действуя с акцентом на фланге. Диего Форлан, который был освистан фан-сектором Интера в предыдущем туре, на этот раз отправился в запас, хотя Страмаччони, вот он на ваших экранах, на пресс-конференции накануне говорил, что он Форлану доверяет и совершенно нет у него никакого негатива по отношению к уругвайцу. Но так или иначе, Форлан, который действительно неудачно действовал в последних матчах, да и вообще никак себя в Интере не найдет, вот он остался в резерве. Остался в запасе и Фредди Гуарин, который прошлый матч начинал в стартовом составе. Вместо него как раз вот играет Джоэль Оби. Состав Сиены. Джанлука Пиголо в воротах, 25-й номер.
В обороне 26-й Эммануэле Пизоли, 19-й Клаудио Терци, 3-й Кристиано Дель Гроссо и под вторым номером Роберто Витьелло. В средней линии 36-й Франческо Бальцони, 8-й Симоне Вергассола, 23-й Франко Бриенце, 70-й Даниэле Манини и 10-й Гаэтано Д'Агостино. И в роли форварда 22-й номер Матео Дестро. Воспитанник Интера, которого черно-синие в свое время продали в Дженоа. Ну и вот теперь ходят разговоры, что Интер этим летом не прочь будет Дестро вернуть, вновь выкупить на него права. Дестро сейчас находится в аренде в Сиене, он принадлежит по-прежнему Дженоа. На Дестро, конечно, большая надежда у Джузеппе Саннино, главного тренера Сиены. Дестро забил 8 мячей, больше него настрелял только отсутствующий Калайо. Напомню, у того 11 точных ударов. Ну и вот Дестро в последнее время здорово очень действует. В частности, он забил победный гол в ворота Аталанты в минувшем туре. На последней минуте, получив передачу из глубины, здорово разобрался с защитником, обыграв того в лицевую, и пробил под вратарем. 2-1. Сиена выиграла у Аталанты, а в Бергамо не так-то просто одержать победу. Аталанта здорово действует на своем поле. Ну, я уже говорил, что под руководством Саннино Сиена одержала 5 побед в 7 последних матчах. Еще была одна ничья и лишь одно поражение. Милито с мячом. Интер перешел практически всей командой в атаку. Это Альварес. Красиво играет Милито пятки. Еще одна передача в касание. Удар Оби наносит. Ну, здесь захват самый настоящий, борцовский, в исполнении Франческо Бальцони. В общем-то, за такие проделки можно и желтую карточку схватить, даром что матч только что начался. Арбитра я вам уже представил. Вот еще раз, он крупно на ваших экранах. Андреа Ромео, ваш комментатор Олег Пирожков. Напомню, это матч 32-го тура серии А. И Интер выполняет штрафной. Навес. И скидка хорошая в исполнении Самуэля. Не успел немножко Рикардо Альварес на дальнюю штангу. Но там уже раздался свисток. Высокие центральные защитники Интера приходили в чужую штрафную. Лусио и Самуэль. Давайте еще раз посмотрим. Но офсайд был, безусловно, у Самуэля. Он забежал за спину последнему защитнику Сиены. И таким образом, даже если бы мяч оказался в воротах, гол не был бы засчитан. Два последних матча Сиена играла по схеме 3-5-2 с 3 центральными защитниками и 2 фланговыми игроками. Выиграли у Удинезе 1-0, выиграли у Аталанты 2-1. Но вот сегодня Саннино решил поменять эту схему. И сейчас хорошая передача из глубины на Милито, но не успевает аргентинец, хотя показывает партнеру большой палец. Возможно, то, что решил сыграть в 4 чистых защитника, Саннино, связано с отсутствием Луки Россеттини, ведущего игрока линии обороны команды. Но он же главный коллекционер желтых карточек в составе Сиены. Сейчас может быть очень опасно. Выход 1 на 1 практически. И не забивает Дестро. Еще один удар. И еще один удар по воротам. Гол! 1-0. 1-0. Гости открывают счет совершенно неожиданно. И Гаэтано Д'Агостино празднует успех. С 3-й попытки все-таки удалось добить мяч в сетку ворот. Гаэтано Д'Агостино принимает поздравления. Опытнейший центральный полузащитник. Не всегда в этом сезоне ему достается место в стартовом составе Сиены. Но вот сегодня он вышел и открыл счет. Дестро, видите, бил, казалось бы, в угол, но Жюлио Сезар здорово сыграл. Ну а дальше уже полевые игроки не помогли нисколько. И под расстрел вратаря буквально оставили. Еще раз смотрим. Один раз выручает Жюлио Сезар. Второй раз отбивает удар. Ну а здесь уже ни он, ни Лусио, стоявшие на линии, не сумели преградить путь мячу в ворота. Итак, 1-0. Сиена открыла счет. И сделала это очень быстро на 7-й минуте матча. Тут же Интер переходит в атаку. Киву подавал
в штрафную. Альварес. Санетти. Вошел в штрафную площадь. Троих обыграл фактически, но здесь Дагостино его не пустил к мячу. Сразу аплодисменты в адрес Санетти. Его очень уважают поклонники Интера. И сегодня для Санетти знаковое событие. Он проводит 570-й матч в серии А. И по этому показателю капитан Интера сравнялся с легендарным Дино Дзоффом, великим итальянским голкипером. Вот они теперь делят третье место по общему количеству матчей, сыгранных в серии А вообще в истории итальянского футбола. Выше только двое: Джанлука Пальюка и Паоло Мальдини. Вот у них большее количество матчей сыграно. У Пальюки 595, у Мальдини 648. Ну, Санетти вроде бы еще не собирается заканчивать с футболом. И в следующем сезоне мы его точно увидим в футболке Интера. Так что побить достижения Пальюки он вполне может. Ну, а что касается рекорда Мальдини, то там будет видно уже дальше. Озадачен Андреа Страмаччони. Действительно, начало для его команды крайне неудачное. Журналисты пытали Страмаччони по поводу слабой игры Интера в последнее время в обороне. И наставник черно-синих говорил, что ведется в этом направлении работа. Но вот пока плодов этой работы что-то не видно. И Интер пропустил уже 7-й мяч в 3 неполных матчах, которые он проводит под руководством 36-летнего Андреа Страмаччони. Так вот, я начал говорить о том, что, может быть, переход Сиены на игру в 4 защитника связан с отсутствием Луки Россеттини. Он ведущий игрок обороны команды, но он же главный коллекционер желтых карточек. У него их уже 11. Сегодняшний матч Россеттини пропускает. Ну и что еще, может быть, должно удивлять, это то, что Марсело Ларондо, аргентинский нападающий, который отличился в минувшем туре, реализовав пенальти в ворота Аталанты, сегодня не попал даже в заявку. Ну, здесь самые разные могут быть причины. Может быть, он не совсем в порядке, и даже вот среди запасных его нет. Интер идет в атаку. Мяч уже в штрафной. Оби занес ногу для удара, но пробить не дали. Санетти. И удар по воротам. Альварес с дальней дистанции выстрелил, но мяч свалился с ноги и ушел за пределы поля. Еще раз нам показывают гол в ворота Интера. Ошибка Самуэля, но ему еще неудачно Лусио отдал мяч, подсунул, что называется. И дальше футболисты Сиены буквально расстреливали Жулио Сезара. И в конце концов Гаэтано Дагостино добился успеха. Дагостино опытный футболист, ему уже 30 лет. И, пожалуй, его звездный час пришелся на период где-то 3-летней давности, когда он очень хорошую игру демонстрировал. И говорили, что им интересуется Ювентус. Но переход в итоге так и не состоялся. Он выступал тогда за Удинезе. И по версии журналистов, просто слишком большие деньги руководство Удинезе запросило за Дагостино. Ювентус свое предложение отозвал. Дагостино еще сезон провел в Удине. Потом прошлый сезон играл за Фиорентину. И вот сейчас он игрок Сиены. Но это Джузеппе Санино. На наших экранах Санино очень опасался, что его дисквалифицируют на этот матч. Дело в том, что когда в минувшем туре Сиена забила на последней минуте победный гол в ворота Аталанты, Санино очень бурно это взятие ворот праздновал и толкнул своего коллегу, главного тренера Аталанты, за что был тут же выдворен за пределы технической зоны. Ему была показана красная карточка, но вот видите, все-таки дисквалификацию было решено не применять в отношении наставника Сиены. И сегодня он руководит со своего рабочего места командой. Пизоли выиграл борьбу в воздухе, но мяч сбросил прямо на Альвареса. Интер идет в атаку, и в касание Камбьясо переводит мяч в зону левого инсайда. Туда уже сместился Мауро Сарата.
Сарате буквально ожил под руководством Стормаччони, провел 2 очень хороших матча. И журналисты опять же спрашивали у главного тренера Интера, с чем это связано. Но Стормаччони высказался в том духе, что ему неизвестно, как работал на тренировках Сарате под руководством предыдущего наставника. Но вот придя в роли главного тренера в Интер, в основную команду, Стормаччони увидел очень голодного до игры, голодного до борьбы Сарате. Тот здорово показывал себя в работе. Ну и в конце концов все это сказалось положительным образом на его игре в официальных матчах. Еще раз скажу, Сарате очень неплохо смотрелся в 2 последних турах чемпионата Италии. Станкович играет направо. Санетти подключается в атаку. Сарате. Справа навес в штрафную площадь, но слишком сильно там не мог никак Милито сыграть головой. Ну а Оби уже получал мяч, находясь в позиции, с которой угрожать воротам было просто нереально. Киву возвращается, выбивает мяч в подкате у соперника. Агент Кристиано Киву заявил, что предстоят переговоры с Интером в ближайшее время по поводу возможного продления контракта. Соглашение с Интером у Киву истекает летом этого года. Он становится свободным агентом. Ну вот, вроде бы есть у самого румына желание продолжить карьеру в Интере. Не факт, правда, что Интер будет держаться за румына и, возможно, все-таки Киву команду покинет. Но пока он игрок основы. И видите, что на позиции левого защитника Андреа Стормаччони предпочитает именно Кристиано Киву и оставляет в запасе Юта Нагатому, уже в котором матче подряд. Лусио с мячом. Отсутствует Майкон у Интера. И справа действует Хавьер Санетти в обороне. В этом смысле по сравнению с предыдущим туром ничего не изменилось. Снейдер по-прежнему проходит курс восстановительных процедур. Ну и положительный момент в том, что вернулся Рикардо Альварес. Правда, накануне на пресс-конференции Стормаччони сказал, что Альвареса вряд ли хватит на 90 минут. Но все, что он может, он и сможет, он команде отдаст. Удар по воротам последовал. Сиена провела очередную контратаку. И неплохо мяч был переведен. Франко Бриенца пробил, очень опытный игрок. Бриенца в прошлом туре не играл из-за дисквалификации. 4-й полученной желтой карточки. За 30 уже этому футболисту. Он номинально форвард, но вот задействует его на фланге Джузеппе Санино. И Бриенца там тоже смотрится весьма неплохо. Слева действует. У него 23-й номер. Сиена, напомню, в минувшем сезоне выступала в серии Б и завоевала путевку наверх, вернувшись в элиту итальянского футбола под руководством Антонио Конте. Конте ушел в Ювентус в межсезонье, ну а Сиену возглавил Джузеппе Санино и проделал очень неплохую работу. Но надо сказать, что все-таки наследство Санино досталось тоже достойное. И козырь Сиены — это стабильность состава. Практически все игроки, которые выходят в основе, они уже не первый сезон выступают за эту команду. По 3, по 4, по 5 сезонов и дольше. И, в общем, состав очень сыгранный. И какие-то новые связи налаживать практически не пришлось Санино. Но вот он вписал Дестро в игру Сиены. Это получилось очень недурно. Дестро много забивает, да еще и голевые передачи отдает. Ну а так состав, еще раз скажу, очень сыгранный, достаточно опытный и способный решить задачу остаться в серии А. Интер атаковал опасно, и сейчас мяч едва не оказался в воротах. Подача Киву хороша на линию вратарской. Милито дальше сбрасывал на дальнюю штангу. Это был не удар, но туда не успел, чтобы замкнуть вот эту вот скидку Эстебан Камбьясо. Здорово играет Сарате. Обыграл Витьелло.
На Санетти перевод. Альварес. Несмотря на неудачный в целом сезон для Интера, некоторые футболисты оставляют приятное впечатление. Вот, в частности, 11-й номер, новичок команды Рикардо Альварес. Эль Моравилья, как его звали в Аргентине. Чудо. Но Альварес отдал 5 голевых передач уже в этом сезоне. Забил и сам. Уже отличался за Интер. Что касается количества голевых передач, то больше, чем Альварес, никто не отдал в Интере. Столько же 5 у Снейдера. Активно боролись за позицию здесь футболисты. И Милито оказался на газоне, но он и сам тут руками действовал очень активно. Хотя Витьелло в какой-то момент его прихватывал за футболку. И это нельзя не отметить. Милито забил 18 мячей уже в этом сезоне в чемпионате Италии. Лучший снайпер Интера. Хотя и он, тоже как и вся команда, неровно проводит этот чемпионат. И хорошие матчи, яркие матчи перемежает с откровенно посредственными. Хозяева в атаке. По-прежнему Интер проигрывает 0-1. И Оби с мячом на левом фланге пытается продавить защитника. Передача в штрафную. Там были нарушены правила. Фалил Эммануэля Пизоли. Вот из четверки защитников, которые сегодня вышли в составе Сиены, Пизоли имеет в этом сезоне наименьшую игровую практику. Это всего лишь его 8-й матч в основном составе. Ну а трое остальных, Терци, Дель Гроссо, Витьелло, это стопроцентно основные игроки. И еще раз скажу, что очень стабильный состав у Сиены. И вот в частности это можно подтвердить на примере оборонительной линии. Если бы еще Россетти не играл, то полный был бы комплект основных игроков. Подача последовала. Мяч выбит за пределы штрафной площади. Лусио пытался сам пробиться в штрафную, не получилось. И Сиена может провести быструю контратаку. Фалит превентивно Самуэль, но за такое положена желтая карточка. Это явный срыв атаки. Пока не в своей тарелке себя чувствует опытнейший Вальтер Самуэль. Привез гол в свои ворота, пусть и не без помощи в кавычках Лусио. Ну и сейчас уложил броском через бедро Матиа Дестро. Дестро игрок молодежной сборной Италии, и там он тоже себя очень неплохо проявляет. Но я уже говорил, что есть информация, что Интер им вновь интересуется и, может быть, постарается к себе заполучить. На этой неделе стало известно, что Интер готов начать предметные переговоры по нескольким игрокам, которые могут усилить команду в следующем сезоне. Ну вот, в частности, Маурисио Исла, ныне травмированный хавбек Удинезе, вполне может перейти в Интер. И называется сумма в 20 миллионов евро. При этом живыми деньгами Интер 12 миллионов должен заплатить и отдать кого-то из футболистов Примаверы. Одного или двоих, или даже троих в довесок вот к этой денежной сумме. Исла очень сильный хавбек. И, безусловно, в сочетании с его молодостью, вот его талант дает хорошие перспективы. И Интеру он вполне может пригодиться. Но пока это еще все на уровне разговоров. И еще раз скажу, предметные переговоры начнутся, видимо, вскоре. Камбьясу с мячом. У Сиены очень надежная оборона. В 31 матче пропущено всего лишь 32 мяча. В общем, по голу за игру это не так уж и много. Но сейчас не просто приходится гостям. Все-таки выбивает Роберто Витьелло мяч за лицевую линию.
на ногах постоянно Санино. Но, может быть, гол в ворота Интера он не так бурно отпраздновал, как победный мяч в ворота Аталанты. Ну, не мудрено. Все-таки игра к тому времени только началась. Мяч был забит, напомню, на 6-й минуте. Ну, а теперь хозяева разыгрывают угловой удар. Здесь Сарате и Киву рядом с мячом. Киву навешивает. Еще один рикошет и еще один угловой должен быть подан. Середина первого тайма. 0-1 Интер уступает на Сан-Сиро Сиене. Еще раз придется повторить попытку. Там что-то не понравилось Ромео в действиях футболистов штрафной. Андреа Ромео однажды в этом сезоне уже судил матч с участием Интера. И Интер в той встрече выиграл 1-0 у Чезена. Так что в какой степени фартовый судья для черно-синих. Но вот первыми они пропустили навес. Игра головой. И не удержал мяч в руках голкипер. Правда, взятие ворот не будет засчитано. Там была явная игра на вратаря. И раздался свисток. Ну, давайте посмотрим еще раз. Да к тому же еще и офсайд был у Милито. Ну а вот что касается единоборства с вратарем, то здесь я вынужден свои слова взять назад. Все-таки скорее по правилам действовал Милито. Но еще раз скажу, он находился в положении вне игры в момент последней передачи. И предыдущий момент можно было и штрафной назначить. Как видите, мяч попал в руку Даниэля Манини. Изменил траекторию. Но это уже эпизод, который заигран. Джанлука Пиголо в воротах Сиены. Опытный голкипер, но на протяжении 2 сезонов он находился в тени Желько Бркича. Все-таки серб был основным голкипером Сиены. Но в этом сезоне они практически поровну делят игровое время. У Бркича чуть лучше статистика. Он пропустил 14 мячей в 16 матчах. Ну а Пиголо в тех же 16 пропустил 18 раз. Но вот сегодня, как и в предыдущем туре, и в позапрошлом, Санино отдал предпочтение Джанлуке Пиголо. Альварес подает штрафную. Мяч уходит за пределы поля, никого не задев. И Хавьер Санетти, еще раз напомню, его 570-й матч в серии А сегодня. Ну и все эти матчи проведены в составе одной команды миланского Интера. Лусио с мячом. Несмотря на то, что большой такой солидный отряд хавбеков на этот матч выставил Санино, все-таки до чужой штрафной Интер добирается достаточно регулярно. И нельзя сказать, что какую-то непреодолимую преграду полузащита Сиены представляет для хозяев. Но вот пока нет завершения. Не хватает острой последней передачи. При стандартах моменты возникали. И даже, видите, забит был гол. Но, правда, из положения вне игры. Пизоли нарушил правила. Я говорил, что Сиена минувший сезон провела в серии Б. Но до этого 7 лет подряд играла в элитном итальянском дивизионе, в серии А. Вообще, новый век, 21 век, это время восхождения Сиены. До этого команда десятилетиями играла в низших лигах. И даже не в серии Б, а в серии Ч1 долгое время провела. Ну и вот в 2000 году вернулась в серию Б после долгого перерыва. А 3 года спустя завоевала путевку в элиту. Удар по воротам. Милито прямо во вратаря бьет из выгоднейшей позиции. Никак на это не реагирует президент Интера Массимо Моратти. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Мяч был здорово разыгран. Оби, классная передача в касание. Киву подключился. И Милито просто не посмотрел, где находится вратарь. Все его внимание было сосредоточено на мяче. Газон не идеальный на Сан-Сиро. Может быть, вот этим вызвано то, что Милито опущенной голову держал и не посмотрел, где находится голкипер. Пробил практически во вратаря и облегчил задачу Пиголо. Тот свои ворота отстоял. Реальный голевой шанс. Еще раз скажу, что пока не выглядит непроходимой такой уж оборона Сиены, но Интер никак не может
достойное завершение предложить. Хотя вот до последнего паса и до последнего удара все вроде бы неплохо делается хозяевами Сарата. И Станкович пасует в штрафную площадь. Здесь разобрались защитники Сиены. Санетти понял, что к мячу он уже не успевает. Вот Пегуло, о котором я говорил несколько минут назад на ваших экранах. Оби. Киеву получает мяч от Лусио. Левым флангом Интер будет развивать свою атаку. Но здесь вариантов не было у Сараты, кроме как назад мяч вернуть. Толчок в спину. Часто довольно фалит вот этот защитник, 26-й номер Эммануэля Пизоли. Сейчас в спину подталкивал нигерийца Оби. Оби – продукт клубной системы Интера. В 14 лет его селекционеры заметили в Нигерии, привезли в Италию. И вот он с тех пор является частью Интера. Выступал за молодежные команды. Ну и уже не первый сезон привлекается к играм основного состава. И уже успел выступить за сборную Нигерии, за национальную команду своей страны. Пока внешне спокоен Стормаччони. В минувшем туре Интер дважды отыгрывался и сумел спасти матч против Кальяри, сыграв 2-2. Но Стормаччони сказал, что, разумеется, полного удовлетворения не было, потому что были шансы, чтобы выиграть. В частности, у Милито был хороший момент при ничейном счете уже. Мог он забивать третий мяч и приносить Интеру победу. Стормаччони спрашивали накануне о задачах на концовку сезона, и он сказал, что пусть надежды призрачны на третье место, но пока они остаются, нужно их держать в уме и нужно двигаться от матча к матчу, что Интер и пытается делать. Сарата здесь высоко взмыл воздух и ударил локтем Пизоли. Жестко очень отборолся. Лусио. На правом фланге Санетти. Альварес. И снова Альварес. Не было блокировки, по мнению Андреа Ромео. Можно продолжать игру. Длинный пас из глубины. И может получиться хорошая контратака у Сиены. Вчетвером побежали. Но здесь Самуэль сыграл хладнокровно, расчетливо на этот раз и угрозу ликвидировал. И снова мяч в центре. Интер проигрывает. Не преуспел в борьбе Камбьясу. Пас на Дестро. Дестро легко опознать по его розовым бутсам, даже не глядя на номер. Но сейчас двое его партнеров были в офсайде, хотя, в общем, они не принимали активного участия в атаке. И здесь можно было и не фиксировать положение вне игры. Станкович ошибается. Дагостино. Манини справа. Дагостино смещается в центр. Дестро. Ну и там уже никого не было в центре штрафной. Может быть, Дагостино думал, что Дестро останется в районе 11-метровой отметки. И тогда вот эта передача как раз ему бы предназначалась. В центр сместился Альварес. Сыграл с Сарате. Оби. Альварес. Станкович. Пока в этом матче не было шансов у Станковича проверить свой удар. Он у него по-прежнему в порядке. И в прошлом туре можно было найти тому подтверждение. Опасно бил издали серб. Альварес. По поводу схемы журналисты тоже спрашивали
Стромачони. Но вот он придерживается расстановки 4-3-3. С одним ярко выраженным центр-форвардом и двумя футболистами, которые ему помогают, располагаясь на позициях инсайдов справа и слева. Спрашивали Стромачони, можно ли найти место в составе одновременно Милито и Пацини, в основном составе, в стартовом составе. Ну, понятно, что в рамках вот этой схемы такое вряд ли возможно. Оба ярко выраженные центр-форварды, и кому-то приходится сидеть на скамейке, пока вот Стромачони доверяет Диего Милито, а Джанпаоло Пацини на замену выходит. При Раньери Интер чередовал схемы и действовал с двумя нападающими. Как раз в некоторых матчах эту пару составляли Пацини и Милито. Играя по схеме 4-4-2, Интер одержал победу в миланском дерби над чемпионом Италии Миланом 1-0. Но Стромачони ответил, что у него своя голова на плечах, и он будет придерживаться той расстановки, которая ему кажется наиболее оптимальной при данном наборе исполнителей. Вот еще раз скажу, это уже третий матч подряд. 4-3-3. Схема, по которой играет Интер. Киво устремляется вперед. Здесь встречает его Бальцони. Пас на Сарате. Интер владеет мячом значительно чаще, чем гости. Игровое преимущество на стороне черно-синих. Это можно было ожидать. И понятно было, что Сиена на контратаках свою игру построит. Но вот одна из этих вылазок завершилась успехом. И Сиена, по сути, наказала Интер за первую же серьезную ошибку в обороне. Сарате. Подача в штрафную. Безадресно довольно. Там никого в районе 11-метровой отметки из футболистов Интера не было. И с мячом уже Д'Агостино. И хороший пас сразу же вперед. Дестро по центру поддерживает атаку. Можно сделать передачу. И пас последовал, но, пожалуй, Бриенца чуть запоздал расстаться с мячом. Можно было пораньше выдать пас на Матиа Дестро и сделай эту передачу Бриенца секундой, двумя ранее. Может быть, Сиена уже и второе взятие ворот Интера праздновала бы. Да, далеко не идеален Интер в обороне, и провалы регулярно случаются. Хавбеки мячи теряют и не успевают возвращаться назад. Вот шанс Сиены в быстрых таких контрвыпадах. Я думаю, что сегодня по ходу матча еще будут такие возможности. Тем более, что Интеру нужно отыгрываться и идти вперед большими силами. Неудачно Альварес навесил. Вот еще раз давайте посмотрим. Классный пас из глубины. Видел Самуэль, что Дестро по центру движется, но понятно, что ему было не разорваться. Он принял правильное решение выходить на Бриенцу. Ну а тот не сумел сделать точную передачу. Дестро с мячом. И против него снова Вальтер Самуэль. Вергассола. Симоно Вергассола, 36-летний полузащитник, опытнейший игрок. Уже он около 10 лет выступает за Сиену. В минувшем сезоне Вергассола был одним из тех, кто помог очень здорово команде вернуться в серию А. Вот он на ваших экранах. Забивает нечасто, но очень большую работу по связанию воедино обороны и атаки проделывает в центре поля, и на нем во многом держится командная конструкция игры Сиена. Подача с правого фланга, от углового флажка, Вергассола. Д'Агостино. Еще один навес, попытка пробить головой, но не попал по мячу игрок Сиены, и удар от ворот. Да, что-то не в порядке с Самуэлем, и просит он замену. И припадает так на правую ногу. Но есть в запасе центральный защитник Андреа Ранокья. Так что я думаю, что он сейчас появится на поле. Или сейчас, или, может быть, в перерыве, если сумеет доиграть первый тайм.
до его завершения. Самуэль. Пока Интер идет в атаку. Санетти. Подача в штрафную. Витьелло очень хладнокровно мяч грудью сбрасывает вратарю. Нет, вы знаете, Юта Нагатомо появляется. Значит, Киву, вероятно, перейдет в центр обороны. А Нагатомо займет его позицию на левом фланге. Раноке не слишком удачно сыграл в прошлом туре против Калери. И вообще поговаривают, что он может покинуть команду. Хотя в Интер переходил как надежда итальянского футбола, как надежда сборной. Ну вот, чаще всего он в запасе оказывается. Что при старом тренере, что при новом. Итак, Юта Нагатомо вместо Вальтера Самуэля. У японца 55-й номер. Я думаю, что многочисленные его персональные болельщики, а их тут перед матчем показывали на трибунах, очень рады и сделают еще несколько десятков фотографий своего любимца. Ну и еще раз скажу, Киву, видимо, перемещается в центр обороны при таком раскладе. И Нагатомо будет действовать слева. Сарата с мячом. Удар по воротам. Несложный удар для вратаря. Все видел Пиголо и спокойно мяч забрал. Камбьясо сразу же моментально выдал передачу вперед. Такой вертикальный футбол в исполнении Интера. Но мяч не доходит до Диего Милито. 6,5 минут до окончания первого тайма. 1-0. Сиена выигрывает. Напомню, что на 6-й минуте счет открыл Гаэтано Д'Агостино. Санетти с мячом. Нарушает правила Бальцони. И можно было и желтую карточку за этот фол показать. Слишком уж вызывающим он был. Но Ромео пока решил ограничиться просто штрафным ударом. Сарата. Витьелло надежно действует в правой зоне. Пока вот через этот участок поля Интер чуть чаще атакует, нежели через левый фланг обороны Сиены, где защищается Кристиано Дель Гроссо. Киву действительно на позиции центрального защитника. Лусио. Альварес. Станкович. Альварес. Передача в штрафную. Станкович. Удар по воротам, но удар какой-то странный. Или, может быть, это была передача на дальнюю штангу. Хотя отсюда сподручнее всего, наверное, было бить. Может быть, неудачно подстроился под мяч Деян Станкович. Еще раз посмотрите. Скорее, все-таки передачу он выполнял. Может быть, для удара угол был островат, конечно, но так или иначе у Станковича не получилось то, что он задумал. И ни Милито, ни его партнеры не сумели завершить эту атаку. Давно Станкович в Интере, с 2004 года выступает за эту команду. Контракт у него еще действует. И хочет он быть полезным клубу. И карьеру свою, как он сам говорил, мечтает завершить именно в Интере. Хозяева снова с мячом. Санетти. Альварес. Станкович. Нагатомо. Витьелло оставил мяч в поле, но отдал его сопернику. Станкович. Интер осадил штрафную площадь Сиены. Глубоко сели в оборону хавбеки. Вот, в частности, Бриенца фактически в одну линию с защитниками здесь выстроился. Санетти. И подача могла состояться, если бы не Кристиано Дель Гроссо. Опытный левый защитник Сиены выбил мяч на угловой. В первом круге эти команды встречались на поле Сиены. И Интер выиграл 1-0. В самой концовке матча Люк Кастаньос, вышедший на замену, забил победный гол и свой первый гол в серии А. Но Кастаньос травмирован, и сегодня он Интеру не помощник. Острая передача в штрафную. Ой-ой-ой! Как ошибается Пизоли и делает фактически голевую передачу
на Диего Милито, и тот сравнивает счет. За 3 минуты до перерыва Интер сумел отыграться, и Диего Милито забивает свой 19-й мяч в этом чемпионате Италии. И должен поблагодарить, конечно, Эммануэля Пизоли, защитника Сиены, за вот такую шикарную передачу, за такой щедрый царский поистине подарок. Еще раз давайте посмотрим. Срезался мяч с ноги у Пизоли, и Милито моментально этим воспользовался. Тут же пробил под перекладину. Один-один. Посмотрел Милито на линейного арбитра, бросил так взгляд, но в любом случае мяч к нему ушел от соперника, так что даже если он и находился за спинами защитников и имел перед собой одного вратаря, это уже никоим образом на ситуацию не влияло. На оценку этого эпизода 1-1. На гол Д'Агостино отвечает точным ударом Диего Милито. Еще одна атака Интера. Милито теперь уже на правом фланге. Оби и Сарато в центре штрафной. Туда же Камбьясо пришел. Альварес. Станкович. Нагатомо. Нет, он уступает мяч Сарато. И Сарато навешивает штрафную, но неудачно это делает. Киво вернул мяч туда в борьбу. И Пизоли вновь неудачно сыграл, нарушил правила в борьбе с Камбьясо. Но вот мы уже отмечали, что в единоборствах грязновато действует этот защитник. Понятно, что и настроение у него сейчас далеко не лучшее. И желтую карточку получает Эммануэль Пизоли. Второе предупреждение в сегодняшнем матче. Довольно опасный штрафной назначен в непосредственной близости от ворот Сиены. Не по центру мяч установлен, но тем не менее отсюда просматривается прямой удар. И не случайно довольно солидную стенку выстраивает Джанлука Пиголо. Сарато бьет. Перебрасывает стенку, но вместе с ней и ворота тоже. Высоковато зарядил аргентинец. И удар от ворот. Сейчас мы узнаем, сколько арбитр прибавит к основному времени первого тайма. Ну, пауз таких затяжных не было практически. Я думаю, что не более минуты будет добавлено. Да, так оно и есть. Ну что ж, в третий раз под руководством Андреа Страмаччони Интер сумел отыграться. В третий раз за 2 последних тура. Теперь нужно подумать о том, как выйти вперед. Предпосылки для этого имеются. Интер достаточно остро атаковал на протяжении первого тайма, но, с другой стороны, в обороне на своей половине поля не все гладко было у хозяев. И несколько раз Сиена очень остро контратаковала уже при счете 1-0 и могла Интер еще раз наказать. Витьелло выбрасывает мяч из-за боковой. Д'Агостино. Подача Вергасолы в штрафную. Дестро выпрыгивает. Против него боролся Санетти. Рядом был Лусио. Дестро до мяча не добрался. Ну и у Интера нет времени уже на последнюю атаку в этом тайме, потому что дает свисток Андреа Ромео. Уже на 6-й минуте это сделал Гаэтано Д'Агостино. Одну вынужденную замену еще по ходу первого тайма провел Андреа Страмаччони, наставник Интера. Получил повреждение и не смог продолжить игру Вальтер Самуэль, центральный защитник. Вышел вместо него Юта Нагатомо. Он отправился на левый фланг, а в центр переместился Кристиан Киво, который начинал матч в левой зоне обороны. В перерыве, насколько я могу судить, пока вот никаких вроде бы изменений не было ни в той, ни в другой команде. И, значит, можно будет еще раз напомнить вам составы. Ну и Андреа Страмаччони, вот он появился на своем рабочем месте. Довольно сосредоточенным был на протяжении всего первого тайма.
без особых эмоций взирал на происходящее. Ну а команда его имела игровое и территориальное преимущество. Интер практически в 2 раза чаще владел мячом. Много атаковал, и были неплохие подходы к воротам, были моменты. Но реализовать удалось только один, и то с помощью защитника соперника. Срезался мяч у Эммануэля Пизоли, и фактически он сделал голевую передачу на Милито. Второй тайм начинается при счете 1-1. И давайте еще раз о составах. Интер: Жулио Сезар в воротах, первый номер. В обороне 55-й Нагатомо, 6-й Лусио, 26-й Киву и 4-й Санетти. Средняя линия: 5-й Станкович, 20-й Оби, 19-й Камбьяссо. И атакующее трио: 28-й Сарате, 22-й Милито и 11-й Рикардо Альварес. Сиена: Пиголо в воротах под 25-м номером. В обороне 26-й Пизоли, 19-й Терци, 3-й Дель Гроссо и 2-й Витиелло. Сейчас гости в атаке. Бальцони сделал передачу направо, но там уже был офсайд. Полузащита: 36-й Бальцони, 8-й Вергасола, 23-й Бриенца, 70-й Манини и 10-й Дагастино. И центр-форвард, 22-й номер, Матиа Дестро. Дестро мог открыть счет. Собственно, вот с его удара начался голевой эпизод. Но там очень здорово сыграл Дагастино. Это именно он заставил ошибиться Самуэля. Перехватил мяч. Ну и дальше уже был удар по воротам. Одно добивание, другое, и Сиена открыла счет. Бальцони с мячом. 36-й номер в составе гостей: Франческо Бальцони. Так же, как и Матео Дестро, воспитанник клубной системы Интера и бывший игрок молодежной сборной Италии. Бальцони действует в центре полузащиты. Длинноволосый, такой статный молодой человек. Еще раз напомню, у него 36-й номер на футболке. Сейчас он и его партнеры возвращаются к своей штрафной. Интер атакует. Сарате подает штрафную. Дель Гроссо хорошо сыграл головой. Здесь быстрого выхода в контратаку у Сиены не намечалось. Но, по крайней мере, зацепились за мяч. И можно теперь попытаться доставить его к чужим воротам. Франко Бриенца действует на левом крыле полузащиты. Опытный 33-летний футболист. Вот сейчас он ошибается. Прямо на ногу Оби отдал мяч. Альварес. Милито. И Сарате подобрался к штрафной. Сделал передачу чуть назад. Будет подавать, наверное, но не рискнул сразу это делать. Нагатомо. Сарате. И вот сейчас последовала подача. Под довольно серьезным давлением провела первый тайм оборона Сиены. Но и мы уже отмечали, что были возможности у Интера для того, чтобы забить, может быть, и пораньше того, как сделал это Милито. Но, с другой стороны, гости себя очень неплохо проявили в контрвыпадах. Так что в первом тайме зрителям скучать не приходилось. Санетти с мячом. Альварес. Лусио. Здесь кочка помешала ему немножко, но сумел сохранить контроль над мячом. Более того, сделал точную передачу. Ну а здесь у Санетти не получилось подать в штрафную площадь. Слонино гораздо эмоциональнее себя ведет, нежели Страмачони. Нагатомо. Станкович. Оби. Пока невозможно сказать, что Оби как-то радикально лучше, чем Гуарин выглядит вот на своей позиции. Может быть, мы по ходу второго тайма увидим колумбийца на поле.
На всякий случай скажу, кто в запасе у команд. Нагатомо у Интера уже вышел. Кроме него есть еще вратарь Кастеллаци, полевые игроки Фарлан, Пацини, Гуарин, Раноке и Поли. У Сиены вратарь Бркич, полевые игроки Гросси, Контини, Гаци, Бельмонте, Сесту и Пабло Гонсалес. На Дель Гроссо передача. Тот головой мяч в касание переправлял партнеру. Бальцони. Д'Агостино. Дестро. Д'Агостино. Многие команды, уже приезжая сюда, на Сан-Сиро, играть с Интером, не жмутся только к своим воротам и стараются контр-игру демонстрировать. И Сиена не исключение. В общем, все понимают, что Интер сейчас не в том состоянии, чтобы стопроцентно диктовать свою волю. И можно с ним играть в футбол, а не просто бодаться, отбрыкиваться. Лусио. Прорвался все-таки в штрафную. Сарате. И бросается под удар правый защитник Роберто Витьелло. Снова Сарате с мячом. Подача через ногу Манини. И мяч, видимо, в полете уже, по мнению линейного судьи, покинул пределы поля. Здесь не было никакого офсайда, разумеется. Дель Гроссо слишком глубоко располагался, чтобы фиксировать положение вне игры. Массимо Моратти в перерыве очень демократично себя вел, фотографировался с рядовыми болельщиками, которые здесь сумели подобраться к нему в ложе. Никому не отказал, всем пожал руку. В общем, достойно себя очень вел, без намека на какую-то заносчивость, звездность и так далее. Президент Интера. Дестро был на ваших экранах. Ну, отсюда крайне проблематично было поразить ворота. На что рассчитывал Дестро, сложно сказать. Но пробил. Он чаще, чем любой другой игрок Сиены в этом сезоне, обстреливает ворота. Уже свыше 50 ударов нанес. Нагатомо. Оби с мячом. Пас на Кристиана Киву. Милито. И снова до Нагатомо можно довести мяч. Он как раз забегает. Но Сарате решил прямо в штрафную на Милито. Вот сейчас Нагатомо. Навес. И выбивает мяч Клаудио Терци. Вторая волна атаки Интера. Еще одна попытка Нагатомо подать. Японец очень старается. В лицо мяч срикошетил сейчас Дель Гроссо. Последовал удар по воротам. Милито! И не попадает в створ. Центр-форвард Интера. Но, правда, сложно было добить мяч в сетку ворот, потому что боролся он с защитником. И совершенно не был настроен уступать ему Эммануэле Пизоли, по вине которого и так уже один мяч влетел в ворота гостей. Еще раз смотрим. Альварес пробил. Мяч ударился о газон перед Пиголо, и тот не сумел его зафиксировать. Ну и дальше все-таки не сумел Пизоли помешать Милито нанести удар в падении. Но, на счастье гостей, мяч миновал ворота. Видите, 8 ударов всего по воротам гостей нанес Интер. Но и Сиена отметилась 5 ударами. Это очень неплохой показатель, если учесть, что мячом гости владеют гораздо реже, чем хозяева. Сарате снова идет в атаку. Милито. Сложно было мяч обработать как следует. Удар по воротам. Станкович мощно зарядил. Первая попытка серба в этом матче.
Мяч к нему отскочил и моментально подстроился под удар Станкович. Благо был такой коридор перед ним. Можно было попытаться поразить цель. Дестро ведет борьбу за мяч. Станкович. Киво. Камбьясо. Оби. Манини нарушил правила. Справа действует у Сиены Даниэль Манини, опытный игрок, 29-летний. Возможно, вы его помните по выступлениям за Наполи или за Сампдорию, в которой он выступал как раз до перехода в Сиену. Вообще у гостей такой довольно хороший сплав опытных и молодых футболистов, талантливых молодых игроков. В прошлом сезоне Сиена забила больше всех в серии Б. Заняла в итоге второе место, но просто потому, что на финише немножко подопустила вожжи и в 5 последних турах одержала лишь одну победу, позволила Аталанте себя обойти на 2 очка. Ну а так Сиена досрочно завоевала путевку в серию А, вернувшись после годичного перерыва в компанию сильнейших команд Италии. Лусио с мячом. Оби. Бить неудобно. Сарате. Вот удар по воротам. Рикошет. Очень неприятный для вратаря. И уже в полупозиции застыл Пиголо. Но мяч миновал ворота. Забавно, что, по-моему, опять мяч попал в Эммануэля Пизоли. И вот от него мог как раз срикошетить в сетку. Пизоли сегодня одно из главных действующих лиц. Напомню, лишь 8-й его матч в основном составе в этом сезоне. Лусио с мячом. Удар по воротам. Слишком много было там своих и чужих футболистов, чтобы мяч дошел до вратаря. Лусио здорово на замахе убрал сразу 2 соперников. Интер поджимает, и сейчас бесспорное преимущество очень большое на стороне хозяев. Сиена практически прижата к своей штрафной, к своим воротам. Но пока гнутся гости, но не ломаются. И классно сыграл Милито. Оби! Пас! Камбьясо! Не забивает аргентинец. Смотрите, как здорово сыграл Диего Милито. По-эстетски. И самое главное, в этом эпизоде так и нужно было действовать. Отыграл моментально одним пасом сразу 2 защитников. Ну а дальше уже Оби пасовал на Камбьясо. Не совсем удобная передача. И Камбьясо пришлось немножко тянуться за мячом. Поэтому и удар получился таким корявым. Но если так, вот в таком духе будет дальше продолжаться игра, то Интер рано или поздно должен додавить соперника. Сарате. Милито снова сместился влево. Пытается обыграть Витьелло, но лишь угловой зарабатывает центральный нападающий Интера. В 6 последних турах Интер всего лишь 1 раз проиграл. Причем проиграл не кому-нибудь, а Ювентусу. Но побед мало. Лишь 2 в этих же 6 турах, 3 ничьих. И это потеря очков и надежда на 3-е место все призрачнее. Вот поэтому сегодня нужно обязательно побеждать. Не получилось контратаку у гостей. Санетти сместился в центр и прервал эту вылазку. Сейчас определенный разрыв у Интера образовался между линиями, и удалось этим воспользоваться гостям. И снова здесь они в центре наладили контроль над мячом. Это какая-никакая, но передышка защитникам. Нужно мяч немножко подержать. Д'Агостино. Пас на Дестро, но Киву прочитал вот такой вариант развития атаки и сыграл на перехвате. Сарате. Сарате.
на широком шаге рвался вперед. Витьелло его останавливает и делает это с помощью рук. Получает желтую карточку. Роберто Витьелло. Штрафной удар. Рикардо Альварес у мяча. 5 футболистов Интера на границе и в пределах штрафной площади. Навес. Сумел смахнуть мяч Пизоли. Но здесь снова потеря у гостей. Станкович. Да, очень большое преимущество Интера. Практически вся игра проходит на половине поля гостей. Но вот одна вылазка у них была неплохая. Альварес слишком сильно подавал. Такой получился прострел, по сути, верхом. И, конечно, Милиту было крайне сложно замкнуть эту передачу. Еще раз давайте посмотрим. Да, чуть помягче можно было передачу сделать. Вообще, мне кажется, что мяч ушел за пределы поля. И замена у гостей. Пабло Андрес Гонсалес под 18 номером готовится выйти на поле. Вместо автора забитого мяча Гаэтано Д'Агостино. Пабло Гонсалес, аргентинец. И, по-моему, еще и Гацци. Алессандро Гацци, полузащитник, тоже готовится вступить в игру. Сразу двойную замену делает Джузеппе Саннино. Он понимает, что его команда сейчас уступает по игре, прижалась к своим воротам. И вот вместо Франческо Бальцони выходит Алессандро Гацци. Гацци опытнее, конечно, он постарше, и стаж его выступлений в профессиональном футболе больше. Ну, что касается Пабло Гонсалеса, он, видимо, будет под нападающим действовать, под Дестро. Хотя он номинальный форвард на той же позиции, где Д'Агостино играл. И Гацци, видите, в центре полузащиты и сразу же побежал на помощь игрокам линии обороны. Дель Гроссо играет головой, а это уже Лусио. Станкович. Резкий такой перевод на левый фланг. Сарата, вы посмотрите, обработал мяч. Браво! Мауро Сарата. Передача в штрафную. Два аргентинца взаимодействовали. Сарата и Диего Милито. Вы посмотрите, трюк какой исполнил Сарата. Просто чудеса. Казалось, мяч уже должен уйти, но сумел его оставить в поле. 28 номер Интера, и очень опасно подавал в штрафную. Здесь и Милито, и Камбьясу, еще один аргентинец, мог сыграть. Ошибается Станкович, но подстраховал его Киву. И моментально передача вперед на Милито. Снова через левый фланг попытается Интер провести комбинацию. Но здесь можно было, пожалуй, попытаться и пробить, но Сарата далековато мяч от себя отпустил, и дальше уже было очень сложно им распорядиться. До Дестро мяч не доходит. Лусио классно играет на перехвате.
Пас на Милито. Нет положения вне игры. Милито в штрафной. Под удар Лусио. Нет, не решился пробить. Альварес. Подача. Пизоли играет головой. Сарате. Удар по воротам от ноги Гатцы. Мяч взмыл над штрафной площадью. Ну и теперь его забирает голкипер Пиголо. Как показалось, легкая паника овладела защитниками Сиены. И, конечно, вот эта пауза им очень на руку. Сейчас Интер отчаянно атакует. Опасно атакует. Может быть, не всегда стройными эти комбинации выглядят. И иногда некий элемент сумбурности в них присутствует. Но с большой страстью действует Интер. И вот эта страсть, то, что привнес в команду Андреа Страмачони, это невозможно просто не заметить. Пусть пока и каких-то радикальных, кардинальных изменений по структуре игры, по качеству игры не произошло у Интера, но ментально команда прибавила, на новую ступень какую-то шагнула. Это совсем не похоже на ту безрадостную картину, которая была в большинстве матчей под руководством Раньери в заключительный период его работы с командой. Сейчас Интер выглядит заряженным на борьбу, на результат. И все силы прикладывает к тому, чтобы добиться желаемого. Сарате. Подача в штрафную не проходит. Середина второго тайма, 67-я минута. Сарате, видите, здесь даже не подавать пытался, а обыграть защитника и продолжить движение вдоль лицевой линии. Замена у Интера. Андреа Поли, центральный полузащитник, появится сейчас в игре. И Гонсалес делал передачу на Дестро. Санетти. Нагатома на левом фланге. Пизоли хорошо сыграл. Сейчас на опережение. Итак, Андреа Поли вместо Джоэля Оби. Ну вот видите, мы предполагали, что, возможно, Гуарин появится вместо нигерийца, но сделал выбор в пользу молодого итальянца Андреа Страмачони. Оби получает свою порцию аплодисментов. И Андреа Поли, бывший игрок молодежной сборной Италии, появляется на поле вместо него. Лусио. Альварес. Удар по воротам. Мяч попал в Терци. Камбьясо. Камбьясо очень далеко вперед выдвинулся. И в этом матче он практически второй тайм проводит чуть ли не на позиции центрального нападающего. Постоянно там меняется местами с Милито. Милито часто смещается налево. И вот как раз в центре оказывается Камбьясо, который выдвигается со второго эшелона атаки. Ну, понятно, Интер всей командой практически весь второй тайм сидит на чужой половине поля. И еще одна атака. Сарате. Гатце сыграл на отбой, но, по крайней мере, сумел отправить мяч за пределы штрафной площади. То, что требовалось в данный момент. И Манини теряет равновесие. Отобрал у него мяч Юта Нагатома. И не было никакого нарушения правил, по мнению судьи. Санетти на Альвареса. Попытка обыграть сразу двоих одним движением не удалась. Дестро. Дестро не часто возвращается на свою половину поля за мячом. Но сейчас вот как раз тот случай.
И Сиена переходит в контратаку. Безусловно, нужно Интер как-то осаживать. Нельзя постоянно играть в собственной штрафной. Это чревато, может быть, пропущенным мячом. Нельзя сказать, что приходится какие-то чудеса творить голкиперу, но момент у Интера есть. Согласитесь, чего стоил хотя бы тот шанс Милито, когда он переправлял мяч в сетку, добивая его после того, как первый удар Альвареса отразил Пиголо. Милито был очень близок к успеху. Здесь какой-то микроскопический офсайд, но все же, видимо, зафиксировал линейный арбитр. 20 минут до конца матча и третья, последняя замена в составе Сиены. Матео Контини появляется. Это защитник. Джузеппе Санино на ваших экранах сказал очень теплые слова, добрые слова в адрес Андреа Страмаччони, пожелал ему успеха и сказал, что наверняка не зря Страмаччони вот такое вот доверие было оказано. Но сказал, что, возможно, он сам, Санино, опытнее и, может быть, что-то сумеет подсказать своим игрокам для того, чтобы переиграть своего визави и добиться нужного результата. Но вот Контини вроде бы собирался выйти, а потом снова натянул на себя манишку. Так что с последней, третьей заменой Джузеппе Санино пока решил повременить. Санино, как игрок, не добивался каких-то высоких результатов. Он играл в командах серии Ч1 на полупрофессиональном уровне. Провел большинство лет своей карьеры. Ну и как тренер работал в основном с командами низших дивизионов. Конечно, вот этот шанс для него очень многое значит. 54 года Санино, это уже довольно зрелый такой тренерский возраст. И он теперь работает с командой серии А. И очень неплохо у него получилось в первом же сезоне. Еще раз скажу, сейчас Сиена занимает 10-е место, имея 39 очков. Отбиваются гости. Вергасола, капитан команды, пришел в свою штрафную. Ну и вот так вот просто вынесли мяч на чужую половину поля. Все-таки готовится, насколько я понимаю, выйти Контини. Манини. Вергасола. И хорошо заметил свободного партнера справа. Передача на Дестро. Он далеко от штрафной. Нужно еще развернуться. Здорово! Уходит от Киу. Матео Дестро в штрафной площади. Удар! И тем же финтом, которым он обыграл защитника Аталанты в прошлом туре, оставил неудел Юта Нагатома. Но на этот раз с левой ноги удар не получился у Дестро. Смотрите, как он здорово обыгрывает Киу. И таким вот неуловимым движением убирает мяч от Лусио. Нагатома там рядом с ним находился. И вот последовал удар, на мяч свалился с ноги. Да, видимо, какое-то повреждение получил Роберто Витьелло. Правый защитник. И вместо него выходит Матео Контини. Тоже довольно опытный игрок. Сиена подает угловой. Было там касание защитника Интера при ударе, который наносил Дестро. Дестро вот так вот в эпизодах показывает, что он заряжен на гол. И очень внимательно нужно с ним играть. Сейчас Камбьясо опередил нападающего Сиены. Выбил мяч фактически из-за спины у Дестро, но здесь подбор за гостями. Ошибается Вергасола. Поли. Альварес. Гонсалес немножко потерялся, согласитесь. Он там бегает вместе с остальными хавбеками, но мяча практически не получает. А, в общем-то, его задача быть таким мостиком между полузащитой и Дестро. Снабжать того мячами по возможности. Здорово играет Санетти. И подача от лицевой линии. И самоотверженно Пиголо действует. Опередил Диего Милито. Выбил мяч за пределы поля.
наконец-то Гонсалес обратил на себя внимание, рванул вперед. Дестро успел сделать передачу. Франко Бриенца. Бриенца, видите, в центре располагается. Большую часть матча он провел на левом фланге полузащиты гостей. Пас Пизоли, но передача неудачная. Срывают гости контратаку Интера, но ценой штрафного удара. Ну, разумеется, что не нравится поклонникам Интера, что на газоне засиживается игрок Сиены. Но пока вот пауза нам показывает еще раз рейд Санетти. Очень красиво, очень динамично. Санетти в этом сезоне еще раз доказывает не только свой высокий класс, но и, в частности, свою универсальность. На 3 разных позициях его задействовали тренеры: слева в обороне, справа в обороне, в опорной зоне. И свой уровень он держит. Замена в составе Интера. Джанпаоло Паццини вместо Рикардо Альвареса. Сдвоенный центр сейчас образуют Паццини и Милито. Вот не как вариант с первых минут, но как такой способ усилить атаку, усилить давление. В последнюю четверть часа Стромачони, конечно, использует вот такой расклад с 2 центральными нападающими. Интеру нужно дожимать соперника, но пока в контратаке Сиена. Гаци и удар по воротам. Гонсалес нанес. И угловой. Мало вот этих вылазок в исполнении Сиены во втором тайме, но каждая из них практически чем-то запомнилась. Несла какую-то угрозу, опасность для ворот Интера. Дель Гроссо, левый защитник, будет подавать угловой. До Дестро мяч не доходит. Сумел опередить его Камбьясо. Поли. Терци чуть потерял равновесие, но все-таки не пустил Поли дальше с мячом. Драгоценные секунды сумел отыграть защитник Сиены. И его партнеры уже вернулись на свою половину поля и заняли там нужные позиции, перекрыв зоны. Сарате. Сарате очень хорош сегодня. Еще раз доказывая, что при новом тренере он буквально расцвел. Подача в штрафную. Санетти. И от ноги Дель Гроссо мяч уходит на угловой. Киву, по-моему, собрался подавать. И толчья в штрафной площади гостей. Такой нетипичный вариант, когда центральный защитник, как Киву сейчас центрального исполняет, игрока обороны выполняет угловой удар. Андреа Ромео. Краткая такая воспитательная беседа, но здесь, в общем, никакой грубости, никакого хамства вроде бы не было, но Паццини так жестко себя повел. Итак, Киву подает на ближнюю штангу. И мяч оттуда выбивает Матео Контини. Санину весь в игре буквально. Паццини 5 мячей забил в этом сезоне в чемпионате Италии за Интер. Не так уж много, но надо помнить, что он далеко не всегда в основном составе выходил. Сейчас Паццини на газоне оказался в единоборстве с защитником. Зашумели трибуны, но арбитр только улыбнулся в ответ. И дал сигнал продолжать игру. Но здесь, по-моему, прихватывал все-таки руками форварда Интера игрок Сиены. И можно было призадуматься
квалифицирую этот эпизод. Ускоряется Нагатомо. Манини опытный все-таки настиг его, но прихватил за футболку, и японец тут же оказался на газоне. Вот теперь пенальти. Резкое движение удалось сделать Нагатомо. Он так увильнул от Манини, а тот не нашел ничего лучше, как продолжать удерживать его за футболку. До какого-то момента арбитр на это спокойно взирал. Еще раз смотрите, Нагатомо все-таки сумел расторопным более оказаться. Казалось, что Манини его оттесняет от мяча, уже ставит корпус, но японец сумел все-таки выцарапать мяч. Ну и дальше уже Манини не выпустил его футболку из рук и привез пенальти в свои ворота. Одно неуловимое движение, и защитник совершил фол. Милито у мяча. Удар по воротам. Гол. Под перекладину мяч летит. 2-1 в пользу Интера. На 81-й минуте хозяева вновь празднуют успех и выходят вперед. Двадцатый мяч Милито в этом чемпионате Италии. Больше забил только Ибрагимович из Милана. Но здесь без вариантов для вратаря. Удар строго под перекладину. Конечно, заслуги Милито должен поделить с Нагатомо. Как тут сумел буквально вывернуться из-за спины у соперника и заставить того ошибиться. Юркий японец не зря выпустил его на поле в этом матче Стромачонин. И вот Нагатомо преуспел как раз у чужих ворот. Джузеппе Барези радуется вместе со Стромачони. Ну и наконец-то дал волю эмоциям, пусть и чуть более сдержанно, Массимо Моратти. Напомню, очень важен этот матч для Интера. Еще есть возможность сесть на колесо Лацио, тем более, что римляне сегодня играют с Ювентусом как раз в эти минуты. Ну а Манини еще и желтую карточку получает вот за то свое нарушение правил. Неоднократно нам этот эпизод показали, но всякий раз вот вспоминая, я продолжаю удивляться, как ловко сумел японец добраться до мяча, хотя оказалось, что уже позицию выиграл у него Манини. И снова Интер идет в атаку. Санетти заставляет соперника ошибиться. Желтую карточку получает недавно вышедший на поле Матео Кантини. Хорош Санетти. Свежесть сохранил до последних минут матча. Сейчас сумел ускориться. Ну, мы
с вами говорили, что, в общем-то, все шло к тому, что Интер должен соперника дожать. Пусть это не с игры произошло. Второй гол забит с 11-метрового удара. Но все равно Интер настоял на своем и продолжают активно действовать хозяева. Понятно, что нет смысла отказываться от игры, которая позволяла доминировать весь второй тайм и практически всю первую половину. Но нужно чуть внимательнее отнестись к игре в середине и не пропускать контратаки. Удар Станковича не точно. Мяч проходит в нескольких метрах от штанги. Четыре с половиной минуты еще командам играть. Сиена сейчас наверняка попытается спасти матч. Но для этого нужно для начала мячи доставлять к чужим воротам, а Интер совершенно не расположен ослаблять хватку и стараются также продолжать давить, атаковать хозяева, как они это делали на протяжении большей части матча. Пацини, по-моему, пока еще с мячом не встречался, но уже несколько раз был замечен в единоборствах в очень жестких. Но я имею в виду, что в позиции, пригодной для того, чтобы угрожать воротам, он мяч не получал. Милито показывает, что Дель Гроссо держал его за футболку. Санетти пасовал. И здесь Терци был, а не Дель Гроссо в борьбе с Милито. В общем, мне тоже показалось, что нарушил правила центральный защитник Сиены. Да, волю при стормачении Интер проявляет железную. И это было заметно в игре против Калери. И сегодня, имея большое преимущество, все-таки команда сумела настоять на своем. Но нужно еще довести этот матч до победы. Попытался Бриенца обыграть Нагатомо, но не смог этого сделать. Киво. Пизоли возвращает мяч ближе к штрафной площади хозяев. В конце первого тайма Диего Милито после срезки защитника Эммануэля Пизоли ударом головой сравнял счет. И уже ближе к концу матча, в последнюю 10-минутку, Юта Нагатомо в единоборстве сумел превзойти в ловкости Даниэля Манини, выиграть это единоборство и заработал пенальти, с которого Диего Милито забил свой второй мяч и вывел Интер вперед. Три минуты добавил арбитр. Вот именно столько времени остается в распоряжении Сиены для того, чтобы все-таки сравнять счет и спасти этот матч, который очень тяжелым для нее выдался. Хороший пас. И здесь, пожалуй, поторопился Гонсалес. Можно было мяч обработать и спокойно бить. Хоть с левой, хоть с правой. Вот еще раз посмотрите, зачем он сходу попытался нанести удар. Там уже падал Киву. Просто останавливая мяч, кати перед собой. Нагатомо все равно был за спиной и никак чисто выбить мяч не сумел бы наверняка. Ну и метров с 9-10 можно было просто расстреливать ворота. И, пожалуй, здесь поторопился Гонсалес. Сделал какое-то судорожное движение и в итоге толком пробить не сумел.
Станкович. Сарате. На поле передача, но мяч перехвачен. И Сиена устремляется в одну из своих последних атак. Терце, центральный защитник, ушел от двоих, здорово сыграл. И передача своевременная направо. Бриенца. Манини, Бриенца, подача в штрафную. Киеву головой мяч переправляет за пределы поля, за лицевую линию, и будет угловой удар. Здесь, в общем-то, не подсказали партнеры Киеву, что можно мяч было и не трогать, наверное, и он бы и так ушел за пределы поля. Но когда мяч летит через вратарскую, понятный инстинкт любого защитника, нужно играть. Скидка Дестро. Станкович мяч выбивает за пределы штрафной площади. Последняя минута. Терце. Манини. Вратарь уже прибегал на угловой к чужим воротам. Пиголо. Вот сейчас он в центральном круге здесь устроил перепас со своими партнерами. Контини мяч вперед направляет на Дестро. Снова борьба. И Дестро, видимо, в единоборстве нарушал правила. Андреа Ромео фиксирует фол против Лусио. И, пожалуй, на этом шансы Сиены исчерпаны, потому что играть остается меньше, чем полминуты. Сложный нервный матч для Интера, но команда сумела преодолеть обстоятельства. Первый пропустив, быстро очень взяла в себя в руки, наладила атакующую игру, давила практически весь матч и сумела дожать соперника в самой концовке. Итак, 2-1 в пользу Интера. Диего Милито, автор дубля. Теперь на его счету 20 мячей в этом чемпионате Италии. Ну и в концовке еще красную карточку Андреа Ромео кому-то предъявил из футболистов Сиены. Это осталось за пределами нашего внимания. Нам показывали радость хозяев. Ну а в это время кто-то там, видимо, некрасиво себя повел из футболистов Сиены. Ну, у гостей отличился Гаэтано Д'Агостино. Он открыл счет в этом матче, но затем Интер ответил двумя точными ударами Милито. 2-1. Интер побеждает и набирает 49 очков, продолжая борьбу за третье место, которое может дать право участвовать в Лиге чемпионов. 48 очков у Интера, вот так вот, если быть более точным. Ну и есть возможность попраздновать немножко. И вот видите, что Страмаччони с Дестро успел переговорить.